А в рамках визита в Абхазию премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров в сопровождении премьер-министра Абхазии Владимира Делба побывал на набережной Сухума. Часть набережной столицы будет благоустроена при поддержке Республики Башкортостан. На встрече в кабинете министров был подписан план мероприятий по расширению сотрудничества между правительством Республики Абхазия и правительством Республики Башкортостан на 2025-2023 годы. В дорожной карте насчитывается 29 пунктов, в том числе поддержка инфраструктурных проектов, среди которых и благоустройство части набережной Сухума. Воссозданию, скажем так, легендарной набережной Диоскуров, которая здесь, в Сухум, мы одни из тех, кому доверили и поручили, в общем, заниматься ремонтными работами. Мы считаем что это как бы и дань нашей дружбе, и большая честь для Башкортостана. Вот в такой, сделать вклад в такое развитие нашего братского народа. И, конечно, понимаем, что набережная является одним из самых притягательных мест как для абхазов, так и, конечно, для гостей Абхазии. Поэтому именно в этом месте мы с удовольствием приложим все усилия для того, чтобы это и своевременно, как Сергей Киренко сказал, чтобы к летнему сезону она была завершена. И мы, конечно, именно в таком режиме будем работать. Наши строители уже, в общем-то, вышли для того, чтобы эти работы осуществлять. Все идет, в общем, в плановом порядке. Хочу сказать, в целом наши отношения развиваются по нарастающей. Мы видим интенсивность, добавляем каждый раз какие-то дополнительные новые пункты. Очень рассчитываю, полагаю, что все удастся сделать на благо наших народов, на благо укрепления нашего сотрудничества, братских наших связей. Поэтому признателен за то, что вы рядом с нами всегда поддерживаете, очень многое делаете для нас, вы лично, руководитель Башкирии и весь народ. Еще раз большое спасибо за то, что вы сегодня находитесь рядом с нами и строите вместе с нами, как говорится, путь для развития нашей страны. Абхазия и Башкортостан также будут углублять сотрудничество в торгово-экономической сфере, в сфере промышленности и строительства, образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения.